В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Люди в пострадавших от паводка домах должны пережить зиму. Айсен Николаев посетил пострадавшие от наводнения районы. Победа без копий. Линчане отстояли речку Мухтуйка. «Газпром Трансгаз» в Томск пересмотрел планы по сбросу сточных вод. Пожар в торговом центре города Мирный. Обошлось без крупных последствий, но возгорание здесь уже во второй раз. Алдан готовится к зиме. Сколько денег планируют потратить районные коммунальщики? В репортаже нашей съемочной группы. Ку и розы пока горячо. Житель Усть-Мая из обычного куска железа творит произведение искусства. На аварийно-восстановительные работы нужно пустить все силы и средства. Об этом сегодня во время посещения пострадавших от паводка северных районов Якутии сказал временно исполняющий обязанности главы Якутии Айсен Николаев. Руководитель региона встретился с главой поселка Белая Гора в Абыйском районе и провел оперативное совещание в поселке Зырянка Верхнеколымского района. Одним из тезисов совещания стала рекомендация пустить все силы и средства на аварийно-восстановительные работы, чтобы люди в этих домах смогли пережить зиму. А позднее Айсен Сергеевич провел рабочее совещание в Среднеколымском и встретился с жителями. Он сообщил жителям, что администрации поручено упорядочить и проконтролировать выдачу помощи. Также дано поручение организовать отдых детей пострадавших районов. Временно исполняющий обязанности главы подчеркнул, что ситуация находится на контроле комиссии по чрезвычайным ситуациям. Мы будем поручать Министерству образования рассмотреть вопросы организации отдыха детей Среднеколымского улуса за пределами улуса в городе Якутске в первую очередь. Данные поручения также органам уже МЧС, оперативным группам МЧС, службе спасения. Наша оперативная группа правительства также работу продолжить, потому что если по Колыме, как бы сейчас пик здесь по улусу уже прошел, то по Алазее мы как раз ожидаем отопления и с водой в ближайшее время. Так, и здесь мы группировку будем усилять. Здесь, так же, как и по Зырянке, мною дано поручение привлечь наши студенческие стройотряды для оказания помощи, в первую очередь, жителям нашего частного сектора. Эта работа тоже должна быть проведена. Ну и, конечно же, вот те вопросы, которые сейчас у нас практически по всем подтопленным территориям, это восстановление социальной инфраструктуры, восстановление транспортной инфраструктуры дорог, они здесь тоже будут на контроле находиться у комиссии по чрезвычайным ситуациям республики. В небольшом селе Кескил Тампонского района, которое дважды пострадало от паводков в прошлые годы, по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда строится двухэтажный жилой дом. Когда сдадут здание в эксплуатацию, в сюжете Нины Ханаровой. Село Кескил дважды пострадало от паводков в 2000 и 2001 году. Многое пережили и перетерпели. Восстанавливались всем миром, заново отстраивались, обустраивали пострадавшее хозяйство. И вот, наконец, в поселке появится первый двухэтажный жилой дом. Общая сумма по контракту составляет 41 миллион 954 тысячи. И подрядчик обязан ввести не менее 825 квадратных метров жилой площади в строящемся новом доме. Сейчас строительство близится к завершению. Строители работают, не покладая рук, доводя до ума все мелочи и детали. Планируется ввести в строй не менее 824 квадратных метров общей площади жилья. Строители обещают, что это будет самый теплый и светлый дом в селе. На сегодняшний день мы заканчиваем плитку, покраску, двери ставим. Ну все, мелочные работы, все, покраска, все. У нас готовность 94% уже. Планируем сдать через 2 недели. Вскоре долгожданное новоселье справят 10 семей, а значит, настолько будет больше счастливых людей, улучшивших свои жилищные условия. Нина Ханарова, Мария Винокурова, Тампонский район. Линчане отстояли свои интересы. На прошедшем совещании руководители общественных организаций города с представителями компании «Газпром Трансгаз» Томск объявлено решение о пересмотре места сброса сточных вод. Репортаж Сергея Евсюкова.
Спор между компанией и представителями общественности города начался еще 2 месяца назад. Поводом послужило место сброса сточных вод с очистных сооружений и линейно-производственного управления газового предприятия. Проектом предусматривался слив воды в реку Мухтуйку, которая, соответственно, впадает в Лену недалеко от места отдыха горожан и городского водозабора. Значит, слив этот у них в плане стоит. Как они говорят, проект мы этот не можем отменить. Конфликт без шашек длился 2 месяца. Инициировались публичные слушания, проводились встречи. Вопрос решался на разных уровнях. И в конечном итоге Ленск защитил свои интересы. Мы услышали население и принято решение, что стоков этих не будет. Компания приняла решение, на котором настаивал город, и которое закрыло проблему окончательно. Мы будем технику вывозить. Технику сейчас заказали. Она в июле, в августе до начала функционирования базы уже придет сюда, в Ленск, и будет вывозить обычную на базе КАМАЗов КО. То есть обычными нечистотками, как принято говорить в народе, на городскую систему очистки. Такое эпохально-мудрое решение вызвало, конечно, эйфорию у представителей общественности. Люди довольны. На все 100%. Мы довольны. То, что довел до нас руководитель «Газпром» Томск, значит, мы полностью довольны. Проблема решена. Все. Мы даже и не ожидали, что вот сегодня она решится. Компромисс найден, все ветви власти и населения надеются на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество. Но ложка дегтя, тем не менее, остается на строительство очистных сооружений. Их возможный демонтаж за ненадобностью затрачены и будут использованы огромные средства, несколько сот миллионов рублей. А лучше, если бы этот вопрос был учтен ранее, и деньги пошли на развитие города или того же предприятия. Сергей Евсюков, Виталий Андреев, Ленск. Финансисты поставили Якутию в числе регионов, где ожидается рост зарплат в ближайшие 2 месяца. По данным Экономического института правительства России, рост экономики страны в течение ближайшего года продолжится. А наибольшего роста реальных зарплат в ближайшие 2 месяца можно ожидать в Якутии, Амурской, Новосибирской, Кемеровской областях и в Ханты-Мансийском автономном округе. Потенциал роста ВВП составляет от 2,5% и выше, при этом инфляция окажется на уровне 3,5–4%. Также отметили, что нефть на мировых рынках будет дорожать. По итогам года средний рост стоимости сорта Brent может составить 30–40%. Это окажет поддержку курсу рубля, который может укрепиться по отношению к доллару на 17–18%. Сегодня в Мирном произошло возгорание в торговом комплексе «Культспорттовары». Причина – несоблюдение пожарной безопасности при проведении ремонтных работ. Как сообщили в пожарной части, это уже второе возгорание в этом торговом комплексе. Первый пожар произошел в октябре 2016 года. Тогда огнем были охвачены 2 торговых павильона. В результате пожара никто не пострадал, однако был нанесен значительный материальный ущерб. В сегодняшнем возгорании тоже нет пострадавших. Пожарные прибыли в течение 5 минут. К этому времени посетители успели самостоятельно эвакуироваться. Все пожарные выходы были открыты. Сегодня 16:27 на центральный пункт пожарной связи 01 поступило сообщение о загорании по адресу город Мирный, улица Советская, 11, торговый комплекс «Культспорттовары». На момент прибытия первого пожарного расчета было выяснено, что горит оконный проем и внизу мусор на площади 5 квадратных метров. Причиной загорания явилось нарушение правил пожарной безопасности. При замене окон работали болгаркой, искра от болгарки попала на паклю, вследствие чего там произошло загорание. К другим темам. Абсолютно новый современный конференц-зал открылись сегодня в Якутске по улице Курашова. Зал сделан по заказу Департамента внешних связей и правительства республики. Рассчитан на 250 мест и оборудован современной техникой. К примеру, видеостена из тонкошовных панелей имеет функцию показа в реальном времени и тачскрин. Подрядчиком выступила компания «Их-Союз». Работы выполнены на высоком уровне, отмечает заказчик. Зал будет заполнен республиканскими мероприятиями, но мы еще также пустим здесь всех пользователей, которые находятся в нашем общественном центре. Этот зал сейчас на данный момент очень востребованный. Мы постарались сделать это профессионально, качественно, чтобы вот все совещания, конференции, которые проводятся, проходили на высоком уровне.
Готовь сани летом. Основной поставщик тепла в Алданском районе Теплоэнергосервис официально озвучил объемы финансирования ремонтной программы объектов тепловодоснабжения. Какое оборудование удастся обновить и сколько на это потребуется средств, узнавали наши корреспонденты. Летучка управляющего состава основной теплоснабжающей организации района Теплоэнергосервис напоминает обсуждение боевых действий. Карты и схемы на столе, серьезные лица специалистов. На повестке один вопрос – подготовка объектов тепловодоснабжения к грядущей зиме. Значит, на 2018 год у нас ремонтная программа сама будет составлять более 50 миллионов. Инвестиционная программа порядка 100 миллионов рублей. Ключевые объекты также определены. Это крупные теплоцентрали в Алдане, АРМЗ и Центральная, теплосети в поселке Синегорье, теплопункты в Нижнем Куранахе. В основном рассчитывают на свой кадровый потенциал и специалистов. Ремонтная программа, значит, начата. Материалы, в принципе, завезены уже в полном объеме. Главам ремонтную программу доведем чуть позже. Основные проблемы, с которыми связаны объемы ремонтной программы, это дефицит финансовых средств, неплатежи между хозяйствующими субъектами, долги населения за комуслуги, задержка дотаций негативно сказывается на процессе подготовки к отопительному сезону. Остро стоит в Теплоэнергосервисе вопрос с кадрами, в том числе инженерно-технического состава. Мы провели определенную ротацию кадров, значит, для того, чтобы именно добиться стабильности в теплоснабжении. Значит, мы повысили требования технической грамотности к нашему персоналу. Тем не менее, процесс подготовки к новому отопительному сезону стартовал. Каким он будет, покажут первые холода, которые приходят уже в середине сентября. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан. Но сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее на телеканале Якутия-24. Осторожно, клещи. В Алдане от укуса насекомого уже пострадали 20 человек. Пейзаж Ван Гога ушел с молотка за 7 миллионов евро. В Париже состоялся аукцион. Куи розы пока горячо. Житель Усть-Майи из обычного куска железа творит произведение искусства. В эфире телеканал Якутия-24. Мы продолжаем наш выпуск. В республике стартовала добровольческая декада донора. В Якутске акция проводится на станции переливания крови в Национальном центре медицины. Кровь принимает с 8:30 до 12 часов в будние дни. Кто может стать донором, знает Саргалана Федорова. Наталья Разжигаева 6-й год сдает кровь безвозмездно. На ее боевом счету 16 донаций. Молодая девушка на этом не собирается останавливаться. Не знаю, не могу без этого. То есть, когда я в год, наверное, раза 3 точно прихожу по мере возможности, когда есть время. За сутки не кушаю жирную пищу, но я стараюсь вообще соблюдать здоровое питание, поэтому для меня это не составляет труда. И все, в принципе, с утра встаю, завтракаю углеводами и прихожу на кровосдачу. Здоровый человек может сдавать кровь раз в 2 месяца. Каждая сданная доза крови подвергается инфекционному и иммунологическому контролю в целях безопасного переливания пациентам. Стать донором может любой здоровый человек старше 18 лет, не имеющий противопоказаний к донорству, если его вес больше 50 килограмм. Перед сдачей крови потенциальные доноры проходят предварительное лабораторное обследование у врача-трансфузиолога. Сдаю уже давно. Я считаю, что дело нужное. И если у кого есть возможность сдавать, то, пожалуйста, могут сдавать. Наметилась позитивная тенденция перехода к добровольному донорству крови. В Якутии из общего числа доноров волонтеры составляют 70%. Среди них много молодых доноров до 30 лет. Сегодня в республике разрабатывают проект о присвоении звания «Почетный донор Якутии». Но как это пройдет, пока еще не можем сказать. Но пока это все в проекте. У нас пока нет. У нас только почетная донорская федерация. Но проект мы подали на почетного донора Республики Саха-Якутия. Почетный донор Российской Федерации в настоящее время становится тот человек, который безвозмездно сдал 40 раз кровью или 60 раз плазму. Процедуру сдачи крови обеспечивают и районные больницы: Алданская, Верхневилюйская, Ленская, Мирнинская, Нерюнгринская, Мигино-Кангаласская и Удачнинская городская больница. Саргалана Федорова, Семен Семенов, Якутск.
В Нерюнгринской центральной районной больнице была подготовлена заявка на необходимое оборудование и капитальный ремонт детской поликлиники. Для составления акта по предстоящей работе обход по больнице провел уполномоченный заместитель министра по развитию Дальнего Востока Александр Осипов. Подробности в материале Александры Цыбиковой. В Нерюнгринской центральной районной больнице будет закуплено новое дорогостоящее оборудование, в том числе магнитно-резонансный томограф, ангиограф и аппарат для лапароскопических операций на общую сумму 160 миллионов рублей. По результатам анализа были приняты решения о капитальном ремонте детской поликлиники. По данным протокола будут выделены средства в размере 104,9 миллиона рублей. Подготовленный паспорт поликлиники и составленная заявка на оснащение современным оборудованием уже утверждена Министерством здравоохранения Республики Саха-Якутия. Финансирование ожидается где-то, скорее всего, с 3-4 квартала этого года. Да? Со стороны нашего Министерства здравоохранения уже идет работа по софинансированию. После капитального ремонта детской поликлиники Минздравом Республики предварительно одобрена заявка на 17 единиц техники, и самым ожидаемым в районе является аппарат МРТ, с помощью которого можно успешно выявить различные воспалительные процессы и опухоли, нарушения в нервной и кровеносных системах, болезни позвоночника и суставов, что позволит нерюнгринцам существенно сократить время диагностирования заболеваний. Мне приходилось делать МРТ, и для этого мне пришлось ехать в Иркутск. И то, что у нас этот аппарат появится здесь, будет очень здорово. МРТ делали в городе Благовещенске, потому что ближе же нету. Никто не делает. Пожилых людей проблемы с позвоночниками, с суставами. Приходится ехать в другие города. Проблемы с деньгами. А здоровье – это главное. Поэтому только положительно, только за, чтобы в городе был МРТ. Безусловно, основным фактором лечебно-диагностического процесса является высокая квалификация врачей, их опыт и профессиональная подготовка. Однако наличие качественного медицинского оборудования позволяет достичь гораздо больших успехов в лечении и профилактике различных видов заболеваний. Александра Цыбикова, Вадим Барашков, Нерюнгри. В Алданском районе с начала этого года зарегистрировано уже 20 случаев укусов клещей. Единственной мерой защиты является прививка. Ее нужно было ставить еще весной. На что остается уповать тем, кто вовремя не позаботился о профилактике, узнала Татьяна Вахнина. Поезд ушел, говорит фельдшер прививочного кабинета городской поликлиники, имея в виду, что прививки от энцефалитного клеща ставить уже поздно. Оптимальная пора для проведения вакцинации – весна, поскольку иммунитет вырабатывается через несколько недель. Вакцинация состоит из 2 прививочек. Первая делается в определенный период. Вообще желательно поставить осенью или ранней весной. Вторая делается вакцина через месяц. Это крайний срок. До 7 месяцев допускается. И ревакцинация через год. В этом году 2 вакцины получили 102 человека. И ревакцинации 115 человек. В прошлом году с укусами клещей в больницу обратились 75 человек. Все они получили экстренную профилактику. В 2 случаях был выявлен вирус энцефалита. Укусы клещей в Алданском районе регистрируются ежегодно, и 2018 исключением не стал. Действительно, на сегодняшний день у нас зафиксировано 20 укусов клещей. Они регистрируются по всему району. То есть это Итамот, Алдан, Куранах, Ленинский. В том числе укушено 2 детей. Снятые клещи направляются на исследование. В этом году вирус энцефалита выявлен не был. Чтобы минимизировать риск несчастных случаев на природе, эпидемиологи рекомендуют главам поселений дезинфицировать зоны отдыха. В лесном массиве на главной горе Алдана, где будет проходить празднование Исаах-Аланхо, обработка произведена. Обработаны все летние лагеря, соответственно, территория летних лагерей. И хотелось бы, чтобы главы обработали места массового скопления людей, отдыха, но на сегодняшний день пока они не обработаны. Летний отдых на природе может иметь фатальные последствия. Укус зараженного вирусом клеща приводит к глубокой инвалидности или к гибели. Помимо вируса энцефалита, кровососущие могут переносить бактерии боррелиоза, известного как болезнь Лайма. В случае укуса клеща необходимо срочно обратиться в больницу. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Пейзаж Ван Гога ушел с молотка. Картина художника «Женщины в дюнах» за починкой сетей 1882 года была продана на аукционе в Париже более чем за 7 миллионов евро. Тему продолжит Артем Сторонов.
Пейзаж Винсента Ван Гога в понедельник ушел с молотка в Париже. Лот был продан за сумму, намного превысившую ожидания организаторов – более 7 миллионов евро. Полотно «Женщины в дюнах за починкой сетей» художник написал на заре своей творческой карьеры в 1882 году. На его создание Ван Гога вдохновил сельский пейзаж под Гаагой, где мастер проживал в те времена. В картине есть элементы, ставшие впоследствии знаковыми для автора, например, темные небеса и вороны. Организаторы торгов ожидали выручить за пейзаж от 3 до 5 миллионов евро, но покупатель из Северной Америки, пожелавший остаться анонимным, оказался готов заплатить за шедевр гораздо больше. Почему так дорого? Нужно понимать, что на рынке практически не осталось картин Ван Гога. Все они находятся в музеях и фондах, так что покупатели готовы платить и переплачивать за столь важную и качественную работу. Последние 8 лет «Женщины в дюнах за починкой сетей» находились в экспозиции музея Ван Гога в Амстердаме, но затем предыдущий владелец решил продать полотно. В Москве завершился 20-й ежегодный международный фестиваль «Интермузей». В нем также участвовал Национальный художественный музей Республики Саха-Якутия. Что показали якутяне на выставке, в материале нашего собственного корреспондента в Москве Натальи Сазоновой. Посетители, а это москвичи и гости столицы, придя на ВДНХ, попадают на музейный праздник. Ведь это главная витрина страны, где демонстрируется все самое интересное и уникальное. Национальный художественный музей Республики Саха-Якутия каждый год активно участвует и презентует здесь свои лучшие музейные проекты. На сегодня Национальный художественный музей очень богат своими креативными проектами. Вот сегодня они представляют свой проект «Раритеты Арктики», а также рассказывают о своем проекте биеннале современного искусства, президентский грант, который выиграли в эти дни. В этом году Национальный художественный музей, единственный из республиканских музеев, в 3-й раз прошел во 2-й тур конкурсной программы в 4 номинациях. Проект Олонхо и мировые эпосы, материальная культура народов Якутии в музеях мира Германия и детская образовательная музейная программа для детей с ОВЗ «Особый посетитель». Нынче фестиваль «Интермузей» существенно расширил свою географию, представив около 400 собраний со всех музеев России и из стран ближнего и дальнего зарубежья. По мнению организаторов, одним из которых является Министерство культуры Российской Федерации, данный фестиваль не имеет аналогов в мире. А еще это образовательная, познавательная и культурная площадка, где участники представляют национальные обычаи, костюмы, традиционное исполнительское искусство. Многие наши коллеги были приятно удивлены всей масштабностью нашей работы. Это и наши новые технологии, наши интересные проекты. И вот то, что отрадно, что в эти дни мы узнали, что выиграли грант президента Российской Федерации Владимира Путина. И мы будем дальше еще с большей отдачей, с любовью работать и двигаться вперед. Тема нынешнего 20-го юбилейного фестиваля – музеи и общество. А это значит, что Интермузей будет наполняться новыми смыслами и оставаться прекрасной площадкой для общения. Наталья Сазонова, Олег Южилкин, Михаил Кулаков, Москва. Право занять место на музейных полках могут получить и экспонаты народного умельца в Усть-Майском Улусе. Герой нашего следующего репортажа – кузнец. Из обычного куска железа он делает совсем уж необычные вещи, рассказывает Юрий Таюрский. Что можно сделать из обычного куска арматуры? Ограждения, ворота, лавочки, скамейки, какие-то декоративные элементы для дома и сада. Все это называется художественной ковкой. И в умелых руках кузнеца готовые изделия смотрятся красиво. Главное – воображение и задумка мастера. А творческой фантазии петропавловскому кузнецу из Усть-Майского района не занимать. Он кует из обычного железного прута розы. Все это отковывается, оттягивается, разные способы ковки используются. И в итоге получается вот изделие. Арсений по профессии инженер-дизайнер, художник.
Все эти три специальности и дают ему творческую фантазию и умение превратить задумку в реальность. А это не так просто. Что труднее в розе сделать? Лепестки розы или листочки? Ну, самое сложное, наверное, сформировать бутон, чтобы он был более живой. Это занимает больше всего времени. Каждый листочек розы, а их 6, и каждый лепесток бутона, цветка выковывается тщательно. На листочках видны даже прожилинки. Мы сейчас наблюдали весь процесс изготовления розы. Конечно, он трудоемкий. Сколько роз вы в день можете сделать? Ну, если сильно постараться, можно роз 5 сделать за день. Более 15 лет занимается кузнечным делом Арсений Дедок. В Петропавловске он сам собирал буквально со свалки все необходимое оборудование, отладил и сейчас оказывает односельчанам услуги по изготовлению инвентаря и других необходимых изделий, где применяется художественная ковка. Юрий Таюрский, Усьмайский район. Словно живые. Именно такие мысли приходят в голову, глядя на экспонаты творческой выставки Союза мастеров кукольного дела, которая проходит в якутском арт-салоне «Семех». О работах, несущих самобытность, неповторимый образ и таинственную историю, расскажет Алексей Лукьяненко. Творческий союз мастеров кукольного дела был создан в 2014 году. И буквально за очень короткий срок встало на ноги новое направление народного искусства Якутии. Работы в основном сотворены из полимерной глины и из запекаемого пластика. Одежда шьется вручную из натуральных материалов. Лицо красят акриловыми красками, а волосы из шерсти козы или ламы. Работы наших мастеров известны не только в республике, но и за пределами России. Кроме этого, наши мастера ездят уже в другие улусы, например, в северные улусы уже с мастер-классами. Также наши кукольники растут. С каждым годом все больше работ, все больше новых мастеров появляется. Куклы эксклюзивные, привезенные с разных уголков Якутии. А также коллекция нашего директора Игнатьевой Яны Викторовны, тоже привезенные куклы, сувенирные куклы, привезенные с разных уголков мира. Арт-салон «Семех» можно не только посетить, но и приобрести памятную куклу в качестве сувенира. Для тех, у кого появились какие-либо идеи, может воплотить их в реальность прямо на месте и даже посодействовать ее происхождению лично. Вот одна из многочисленных работ «Семехсин Эмехсин», которая поражает своим добродушным взглядом, поселяя в тебя мир и душевное спокойствие. На этом старом шамане мастер сделал одежду точно такую же, как на настоящем, найденном при раскопках. Ходят слухи, что кукла время от времени вращается на одном месте. А это Куех-Булох олицетворяет дух озер и рек, дает богатый улов рыбакам, уважающим природу. На выставке представлены более 300 кукол 50 разных мастеров со своеобразной техникой и специфическим взглядом. Правда, здесь, как вы видите, куклы всех народов. Есть куклы удивительной красоты, японские, есть куклы из Европы, есть куклы, как видите, нашей необъятной России, все народы. И эти куклы, конечно, говорят о многом. Детям особенно интересно будет узнать, в какой стране какие люди живут. У нас мастер-класс провел Андрусов Василий и также Давиденко Елена. Мы просим, чтобы к нам приходили побольше желающих сотворить прекрасные куклы, и мы будем очень рады их научить, и, пожалуйста, к нам приходите. Отличительной особенностью этой пары, одетых в якутскую обрядовую одежду 17 века, является наличие подвижных частей тел, что позволяет принимать практически любые позы, присущие человеку. На выставке также можно увидеть куклы Реборн, получившие новую жизнь, от единственной в городе мастерицы Елены Давиденко. Внешний вид куклы максимально напоминает живого младенца. В их создании применяются натуральные волосы, стеклянные глаза, специальный состав винила и краски. Глядя на все работы, захватывает дух и неописуемое чувство жизни и душевного полета. Алексей Лукьяненко, Павел Пахомов, Якутск. Вы смотрите круглосуточный информационный телеканал «Якутия-24». Оставайтесь с нами и удачи вам!